Дорогие друзья, ну вот, мы с вами в Нижнем Бестяхе и знакомимся с тружениками этого замечательного поселка. Я напомню, что поселок городского типа был переименован из одноименного поселка в рабочий, можно сказать, городок в 1971 году. 52 года в этом году исполняется Нижнему Бестяху. И этот поселок славится своими мастерами. Один из них, мастер «Золотые руки», это Иван Федотовский. И мы у него в гостях. Иван, здравствуйте. Здравствуйте. Вот мы сейчас с вами снимаем такую вещь. Вот здесь у нас за спиной это практически металлолом. Где вы его собираете? Запасы. Что-то покупаю, что-то нахожу. Угу. Это от чего? Вот это было колесо, видимо, это да? катушка была, это чермет. Угу. Для чего он используется? Вон для кабеля, наматывают кабель на нее. Угу. Ну, то есть практически это сейчас это ржавая стол, такая штука. Да, мы стол делали, просто обрезали часть. То есть это было использовано для стола. Часть ушла на стол, часть, стол там стоит. То есть вы работаете в основном, как бы варите, да? Вот, Да, и по металлу. какие-то, да, по металлу. И, кстати, Иван известен далеко за пределами Нижнего Бестяха, в Якутии его очень хорошо знают, ну и не только в Якутии, но и во многих регионах нашей страны, между прочим. А почему, мы сейчас узнаем. Вот к вам приходят заказы. Что вам люди заказывают? Да все, котлы, печки, по железкам, что-то сварить, машины сварить. Это отходы. То, что остается здесь, обрезаем все, потом в чермет Ну, а ставим. потом вы все равно вот это превращаете в какие-то изделия, Ну да? что, с чего можно еще сделать? С того делаем что-то можно, чего нельзя, все уже в чермет. Туда. Иван, вот здесь вот расскажите, что это за листы Ну стальные? это листы, это я купил, надо было сделать, это я флюгер делал. Заказали здесь. То есть флюгеры. Остатки, да. А вот эта вот конструкция, это, видимо, что-то Это где-то нашел железку, тоже было. куда-нибудь пойдет. То есть, смотрите, вот Плюшкиным можно быть в наши дни по-разному. Можно тащить все подряд в дом, во двор, как говорится, да. Но вот Иван собирает Плюшкин в хорошем понимании, в хорошем смысле. То есть весь металл у Ивана собирается, ну а потом из этого металла изготавливаются удивительные вещи. Но что-то вы покупаете, вы сказали, конечно, вот эти листы. Я купил, вон листы купил. Сейчас железо очень дорогое. Так, а листы примерно вот какого размера? Это двойка. Двойка. А 2 миллиметра, да? Да. Так, а самый максимальный это сколько бывает? Ну, 8 я покупаю, больше не беру. 8 это то, что используется миллиметров. для строительства судов. Нет? Нет, суда с 6 строят. Ого! То есть, а вот эти вот 6, вы говорите, ну и там так далее, 4. Это толщина. Толщина, да. Они используются для чего, вот этот металл? Для чего вы покупаете? Я говорю, это я на флюгер делал. Флюгеры. Совки, сольники. Это на котел надо делать было. Брал. Понятно. Ну, пойдемте посмотрим печку, да? Вот вы изготовили недавно печь. Печь, да? А для кого вы ее изготовили? Ну, это приехали, заказали с районов. С Итыкёля, там еще откуда. С Итыкёля, да? Ну вот, друзья дорогие, вот этот котел, это же котел? Да, это котел. Котел, он газовый. Почему это дрова, уголь? Это где в районах нету? Нет, ну, где нету газа, газификация-то идет. там отапливаются углем, дровами. Ну, это где-то на 400 квадратов. Сюда закидываете уголь или еще, это мангал. Змей Горыныч называется. Ух ты! Вертикальный мангал. Вертикальный, первый раз. Вот, это для удобства, чтобы засыпать сюда уголь. Здесь трубу ставишь и все. Вот, это подача, обратка, здесь больше ничего не надо. Материал я покупаю, это новый материал, это не ржавый. Листы какого размера вы используете? Но это 4, сюда это уже ушло. 4. Лист это 1,5, да, 1,5 на 6, вот сюда ушло, только 4. Плюс трубы, 8. Много, короче, железа. Электродов 3 пачки. Ого-го. Ну, то есть по себестоимости она сколько примерно выходит? Ну, где-то за 100 тысяч, если продавать ее, 150. Нет, а сколько вы тратите? Ну, вот где-то около 100, наверное, уходит на затраты. Ну, и плюс ваша работа, естественно. Ну, конечно. Да? Электроэнергия, здесь же сейчас дорогая. Ну, да. То есть все инструменты у вас от электричества работают? А что? У себя во дворе прям делаете? Ну, конечно, я здесь делаю. Это у меня рабочее место. Здесь и цех. Ясно. Вот здесь вот мы находимся в зоне, во дворе у Федотовских. Обратите внимание, здесь все, в общем-то, так вот
ну, скажем так, складирована Это тоже печка, это, по каким-то это категориям, да? это гаражная. Ага, это гаражная печь. Да, для отопления гаража. Это мне заказали с техтюра, но что-то человек пропал куда-то, я не знаю, так она и стоит. Скажите, а ее можно покрасить? Ну, уже Ну, как-то можно, навести, конечно, есть прямо специальные, вот красоту навести. специальные краски термостойкие есть. Ну, и красишь. Можете. То есть, если, Котел-то допустим, там заказчик водяная вам рубашка. захотел, чтобы прям все Ну, было конечно, без проблем. от А до Я, то есть вы и покрасите. Ну, конечно. А вот это что за агрегат вот стоит Это позади вас? полуавтомат. Полуавтомат, это... Ну, это для сварки тонкого железа. Это машины там. Сколько у вас, допустим, вот на изготовление вот этого котла? Ну, месяц. а то чуть Месяц больше. уходит по времени. А какие вы используете для этого приспособления? Вот этот вот агрегат. Мастерской. Здесь только вот кабеля. А вы по профессии кто, Иван? Я сейчас пенсионер в данном случае. Ну, в данном случае пенсионер, а вот вы делаете котлы. Ну, это да, как на по заказ профессии? приходит. Это. Раньше сварщиком работал я в БТП. И то Вот есть, сварочный аппарат у меня, это стационарный. Это горно я себе сделал, это угольно еще не запускал. Вот он. ну давайте, Иван, перечислим, какие у вас приспособления для вашего вот этого сварочного творческого процесса. Какие приспособления? Руки, кувалда, ключи и все. Какие там приспособления? Нет, ну должна мысль же какая-то Ну быть, это да? естественно, ты Вот. полночи думаешь там. Что вы хотите да. сделать для Вот кого-то? печки на отработке это я делал. У меня стояла раньше, вот она на отработке. Печь. Вот это. Ну, у меня там Это другая дровяная сейчас. печь, да? Это на отработанном масле работает. На отработанном масле. И она называется... Ну, печка так и называется, на отработке она. На отработке. Да. У меня их разные там конструкции. Но помимо этого вы же можете самое легкое изготовить бочку, допустим, да? Я для делал воды. для питьевой воды бочки, емкости. То есть вы, наверное, всех нижнебестягцев Ну, не все, сейчас в обеспечили. основном пластик идет на бочке, они стоят. Раньше Нет, делал ну а эти железо большие. же все-таки оно долговечнее, так ведь? Да нет, пластик-то почему? Он не Почему? ржавеет. Не Его красть не ржавеет? надо, конечно. То есть как бы тоже свои плюсы есть. Ну, а все-таки у металла какие плюсы? Ну, металла я не знаю, Ну, металл, подручный наверное, материал. подольше все-таки срок, да? Если служит? покрашено хорошей краской, конечно, он будет 100 лет стоять, ему ничего не будет. Ну, а емкость, между прочим, пластиковая, может в мороз треснуть, если Ну, забыть она там же стоит в водичку. тепле, что она, если только пнут ее чем-нибудь и все, тогда хана, конечно. Да, ну да. Вот эти вот газовые баллоны или какие-то кислородные кислородные, баллоны, для это- чего вы их используете? Это раньше, когда плазмореза у меня не было, я резал кислородом. Кислородом, да? Вы Да. где-то его заправляете, Ну, в привозите, городе. да? Раньше То в есть Мархе. вообще это процесс такой достаточно Ну, конечно, трудоемкий, ну, конечно. очень громкий. Баллон да, видимо. 73 килограмма, загрузишь вот грузовик и туда. Ну, у вас и погрузчик свой. Ну, это не погрузчик, это манипулятор. К вам обращаются люди, вот, ну, чтобы что-то Ну, перевезти? свои кто-то кому-то еще привезти, я так привожу просто бесплатно. Привозите. Вот там у вас полочка тоже забита Ну, это да, там всевозможным отходы, там куда-то добром. что-то пойдет. То есть все металлические вещи, Да, видимо, все в железяки, куда-то можно Нижнем приварить Бестяхе, что-то. Да, они все собраны здесь, в этом дворе, вот в этой мастерской. Зимой Иван работает в зимней мастерской. Это у вас гараж, да, видимо? Да, это у меня как гараж, и Гараж мастерская, и я там работаю. переоборудован в мастерскую. То есть сварочный аппарат у вас главное там, да, находится? я его- А с помощью я только- чего вы режете вот этот металл? Это же Ну, все-таки щас- не бумага, это же Нет, как-то надо сейчас, резать. раньше я говорю кислородом, сейчас Так. плазморез я купил. Плазморез. Плазморез, да, плазморез. Он работает от электричества. Ну, конечно, 3 фазы. Вы сказали, Всё что вот трёхфазное. эта печь у вас изготавливается в течение Ну, месяца. месяц это так, если хорошо взяться. Прям все вот сварочкой, все проходите, все Ну, швы. конечно, все Давайте проверяешь. подойдем поближе, может быть, внутри покажем, как вот она выглядит, сама печь. Вдруг кому-то нужна и Вот кому-то, люди может, просто нужна пос- мангал, Змей-Горыныч мангал. вертикальный. Так, вертикальный. А куда Сюда. закладываются дрова? Нет, сюда уголь засыпается, Уголь? сюда ставятся шампуры. Так. И жир стекает сюда. Короче, без дыма, без канцерогена. А апробация была уже? Конечно, вот же я То и есть, в испытывал. принципе, уже, так сказать, в пилотном режиме она у вас поработала? Ну, конечно, я проверял. Это я на Так. Ютубе увидел. Там В Ютубе? Змей Горыныч называется, да. А это котел. Так, давай внутри Здесь посмотрим. чистится там.
котел. Это на какой размер эта печь? Ну, это на Они же 400 как-то по квадратов, размерам? я говорю. На 400 Да, квадратов. это примерно я рассчитываю где-то. Если дом поменьше, соответственно, Ну, печь должна быть естественно, меньше. топку поменьше делаешь. Ну, допустим, А если еще 400 меньше, там, без труб? квадратов. Ну, это да, это углем. Если еще с храбалаха, то он еще больше потянет. Мгм. А Там же сколько, каменный. допустим, нужно делать топок, чтобы обогреть деревянный Ну, два. дом на 400 Две квадратов? топки. Две в топки сутки. Ну, утром, я вообще делал одну топку. Вот у меня одна такой топка же стоит. утром, одна топка вечером. Вы топите Вечером углем? засыпаешь. Нет, это раньше, когда углем все топили, газа не было. Вечером засыпаешь, но у меня входило где-то 4 ведра угля. Это такой же конструкции. Сюда больше, сюда ведер 6 влезет. Вечером засыпаешь, утром пошевелил, и все, и он как самовар шает. Да, и отдает тепло, да? Ну, конечно, И и до вообще- вечера хватает, ну, на сутки где-то. Ну, по-хорошему. какого качества должен быть уголь? Ну, кангаласский в основном. А если джибарики ему поддувало надо, его мешаешь с этим. Он так не горит, он только с То есть там поддувом немножко другое качество, похуже, да, видимо? горит. Там наоборот, температура очень высокая, но ему поддув нужен. А с поддувом он быстрее прогорает. Там каждые, ну, часа 4. Ну, мешать его надо, короче, так. Не получится. Друзья дорогие, вот Змей Горыныч, да, называется вот этот мангал. Берем на вооружение, посмотрите. Можно самим это сделать, конечно, но не у всех есть плазморез, не у всех есть сварочный какой-то такой крутой аппарат. А вот эта вот штука, это что такое? Ну, это Тоже банная печь. какая-то? Да, это банная печь. Банная печь, ну посмотрите, да. она как интересно сделана. Сюда а труба? камни, сюда камни. Это такая, типа, как турбина. Поворачиваешь куда надо там. Здесь задвижка. А турбина для чего? Ну, это камни. Так. Париться, чтобы. А, Сюда и сюда камни. А сюда в воду бак ставишь. так. Здесь колосники, там все как положено. Как короче, положено. поддувало. И посмотрите, она довольно-таки такая изящная, да, она на Но таких это делается для ножках. этого. Делают топку с предбанника. Здесь кирпичом обкладывают, перегородку Так. делают. А печка в бане. Печка сама в А бане. топит с с предбанника. камнями, Да, это да. специально сделано, чтобы это. Ну, смотрите, небольшого такого она объема, и вообще она вот какая, ну, скажем, миниатюрная, да, какая-то вот. А вот этот вот лист сколько используется? Ну, Ну, какой на толщины? плиту 8, а печка с 4, труба. А посмотрите, она у вас не четырехугольная такая. Не, она четырехугольная, стенка. она. А почему вот так получилось, что она у вас немножечко вот такая? Это труба. Труба, ее не ведет от жары. Она будет 100 лет стоять, ей ничего не будет. А с листов, если делаешь, бока прогорает через год. Начинает морщиниться и прогорать. Вот. А труба, допустим, это уже готовая труба или у вас Ну есть да, такое это- железо? В Чермете купил, с нее сделал. А, вот как. Это Ну, старые смотрите, трубы. как Это раньше здорово. они шли же от полей там, везде эти. Скажите, а вот здесь вот за чуркой что-то спряталось. Это что? Это наковальня. А, это наковальня. Да, это я на ней так что-то там подстучать надо. То есть вы практически и кузнец, да? Ну да, Да. бывает. А вот позади вас, посмотрите, кузнечных дел, посмотрите результат вашего кузнечного Нет, творчества. результат вот пешни. Пешни. Ну давайте посмотрим. Нет, а вот здесь вот, Это посмотрите. то, что мы нашли на полях там. Да, это старое, посмотрите, это Якутские, музейные. это музейные, да, это мы для Ага. музея собираем. Посмотрите, какие тесаки здесь. Это Ну, они раньше же- в каждом якутском, не знаю, что кусты ими рубили, кочки или что-то там. Так, а вот посмотрите, это же какие-то Это орудия всё. тоже. Да, это ключ древний, Так. коса тоже кованная. Вот это я не знаю, что никто не знает. Может, это копье? Может, это оружие Нет, какое-то? Здесь же палкой что-то сверлит, какой-то дырки делает, во льду или в чем, не знаю. мгм. Это никто не знает. Так, а вот эти вот штуки для Это чего? петли для ворот. Это петли для ворот. Да. А вот эти вот кругляшки. Это отрезные, это у меня отстаются от больших. То есть у вас здесь, посмотрите, просто вот исторический какой-то вот такой вот экскурс можно посмотреть. Ну, она с 2 частей собирается, это тоже, это кованая с этого, с корабельного болта, с шатунного, да. С чермета все это. Там двигателя разбирали на для чермете. чего она используется? Ну, лед Так. заготавливают. С реки Лена. Вы пробовали сами? Ну, с конечно. пешни? И лед заготавливали, да? Ну да, это разные конструкции просто здесь. Это с То есть рессора. кому как удобно, да? То есть Ну кто-то да. может быть покороче,
Нет, они разные конструкции и разные назначения там. А вы можете сказать, вот для чего они, вот эти вот верхние, Ну, это для верхние полки, для проколки? Дырки пробивать, когда ставят тычки на налимов. Так. И когда лед готовят, лед, ну, вытаскивают скалы вот лед. А вот Для это вот рыбалки. в варежке сидит, это что? Ну, это тоже пешня, она, просто чтобы не уколоться, она острая. Это какая-то новая конструкция, я не знаю. Это с торсиона сделано. Это вы сами, да, все? Ну да. Это Или меня вам, тоже. вы как по каким-то макетам, каким-то проектам Нет, это меня работаете? просили сделать тоже. Я им сделал, так и осталось. Не приехали. А, то есть что-то Да. они сами, видимо, сделали. А Ну, вот может быть. те, которые покороче, это наконечники или... Да, это сюда, ну, от лопаты или черенки он продается, сюда Или лом делаешь. какой-то, да? Нет, черенок деревянный. Делаешь и все, и работаешь. То есть это тоже для своих хозяйственных нужд. Ну, Потому конечно, что это кто на речке да. живет, кто рыбачит, это для в этого. Якутии это самое то, это самая такая нужная вещь, да? Потому Да, это что разные вот эти пешни, они используются для того, чтобы приготовить лед. Ну да, для лед, питья. рыбу ловить по осени, когда еще лед не толстый. Вот это колесо, это тоже какой-то, Это видимо, сельхозтехники какой-то. ну, уже современное, скажем так, Да советское, нет, это да? старое какое-то. Старое? Старое еще, не знаю, каких годов. Ну, наверное, это вот когда началась Это до революции, наверное, или коллективизация, после колхозы, революции. или еще даже до революции, Да, да, это кованая же Ну, она, вон. посмотрите, это даже вот просто невероятно просто как-то. А покрашена эта краска, это вы уже сами красили? Это супруга все красит, она любит красить. Вот тоже вот это колесо, оно от чего? Это от трактора ведущая звездочка. То есть все вот эти вот вещи, оказывается, они вот и техника старинная. А, кстати, вот это колесо, где вы его нашли? Вот это А я старое? даже не помню. Это, ну, это где-то в районе там, в Бедыме, может, дальше там. Историческая ваша экспозиция, это где вы тоже находили? На каких Там полях? же, на полях Там это же. все, ну, полям, когда ездишь, я чермет собираю. Попадается, да, район большой. Балкончик, давайте посмотрим. Где он? Балкончик. Ну вот это под цветы. А, вот, подставка под цветы. Друзья, вот здесь вот тоже умение Ивана. Можно заказать и побольше, да, наверное? Можно, конечно, все можно заказать. А она же тяжелая, как бы, да, эта конструкция? Только она или как? прикручена к стене, что там ее же не таскаешь. Ну, нет, ну она тяжелая, а от этого не ведет стену там или Нет, что-то. ничего. Герань вот здесь вот посажена. Посмотрите, какая конструкция, достаточно такая. И вы вот эти вот всякие вот эти вот, то, что вы насобирали, вот этот вот Нет, металл. кольца-то эти я сам на этом крутил, на токарном станке. То есть вы расплавляли металл, да? Нет, на токарном станке А, на закручивал. токарном. Ну, кольца крутишь. У меня там токарный станок старенький есть. Да, вот это здорово. У Ивана внутри дома котельная. Пройдемте туда, да? Посмотрим, как Иван организовал котельную у себя в Мальчика, доме. закрой-ка дверь. И вот А. вначале вот это. Задумка, какая дверь интересна у наших героев. ЛФИ – это Любовь, Федотковский, Иван. Ну а как же? И посмотрите, подковы. Подковы тоже вы насобирали где-то, Ну да? да, это старинные все. Вот здесь даже, ну они с гвоздями, он даже Вау, всякие разные, с тоже по ума районам. сойти. когда ездишь. То есть это все перекочует, видимо, в музей, да? Ну, Какие-то Нет, я их не экспонаты. Да? это же А на посмотрите, счастье. а вот это тоже... когти медвежьи тоже. Это медвежьи когти. Вы охотник сами? Не, это когда-то раньше давно был охотник, сейчас я не охочусь. Ну Есть что, ещё. дорогие друзья, проходим в дом и посмотрим, тоже обратим внимание, Ну, вот это- вверху, это как это она? красивая такая Это вещь баты. декоративного, да? Это такого. батыя, Так. она разбирается. Три функции. Короче, пешня, нож, топор. Форму просто я сам по-своему сделал. Это как у манчары, да? Да, как у Нашего манчара, героя только у них якутского. форма более такая, она типа якутского ножа. А это я просто для себя так сделал. Отковано с этой, как она, камазовской рессоры. У нас все с рессор. Да, вот. Очень красиво. Посмотрите, вот здесь еще и как-то вот Ну, это кожей Ага. обтянут. так.
А вот здесь вот как вот выемка-то вот это вот. Ну, это дол, вот проковывается, вот специальный молоток специально делал для этого. Мгм. Вот вы показали этот молоток, да, Ну, нет, кстати? там еще другой Еще есть, там другой? несколько штук я сделал. Потяжелее, наверное, да? Да, там И с вот так этого. вот закручивается эта штука. Ну да, сюда еще хвост Мгм. конский вешается Так. для этого, для красоты. Вишня, Немножко копье. То есть можно на медведя идти. украсить. Она же Даже так. Ой, ничего себе, какая острая. Вот это да. Так. Здесь у вас тоже висит над дверями. Ну, это еще кино один. 300 спартанцев. А, Видели? Это меч царя Леонида. Это я тоже отковал с О, этого, с рессора, с Камазовска. Да, тоже острый. посмотрите-ка. Ой, вы так размахиваете. Ну, 300 спартанцев Так. кино видели? Ну Вот. да, да. Это полностью Да. как с этого фильма Вот так отковано вот. все. Все Ох, отковано. Вы прям как 301-й спартанец. Да, 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 Вот. да. Ну, вообще совершенно круто. И они прям все лезвия очень острые. Ну, они настоящие. Кресло-качалка, посмотрите. Вот. Это я на ютубе принципы Круто. увидел. На подшипниках все сделал. Здесь Здорово. царское кресло, короче. Ага, понятно. То есть это уже отсылка к 90-м годам, видимо. Да, да. Да, и корона, и все как мы любим, и все как надо. Сначала первое было поуже. Мгм. Одноместное, короче. Так. Внучки приходят, ну, сюда к нам, И качается. Любахины. Да, они сначала вдвоем залезали в то кресло, а потом они подросли, уже не залезают. Пришлось сделать больше, Пошире. чтобы они вдвоем залезали. Они залезают, целый день качаются на нем. Мгм. Чтобы было не обидно, чтобы Ну да. качались обе сразу одновременно. Ага. Это Она что блины это? печет, когда это типа Так. как барная. Барный стол. Да, 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 да. Это так. Это я сделал, она садится, чтобы это. А, чтобы ей было удобно. Да, это Класс. столик, она там сидит там, когда занимается. Столик это тоже такой вот экземпляр, который Да. выполнил своими руками Иван. Он на колесиках, да? Да, 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 Ух да. ты. Это тоже на колесиках. Это тоже, это она попросила. Вот Это еще один сундучок столик. у нас этот. На черный день собираем там мелочь. Ясно. И вы еще не открывали его? Нет, ну когда надо будет, мы откроем. Ясно. И там у вас мелочь. Мелочь собирается. там, да. Это прям кованый, да? Ну, железный, не кованый, Он железный. тяжелый? Да нет, как он тяжел. Так, Вот такой сундучок. Но еще мало, видать, полка подкопили. это. Тоже Да. этот столик же тоже на колесиках он. Да. Красота. Детский садик в Тусме здесь. Ага. Койки Так. списывали, я у них забрал эти, и с них сделал вот регистр. Регистр. А вот эти вот штучки для чего? Ну, это для красоты. Они тоже с водой греют. Просто То есть, обогревать. Сюда можно посмотрите. валенки засунуть или что-то Да. еще там. Ну, смотрите, какая придумка. Отлично. Аквариум тоже сделан своими руками. Ну да, аквариум-то То есть я вот сделал, тоже а они там. сваренный. Это она сама там все. Ну, это уже ваша хозяйка тут, Да, это она там все. Красиво установила Руки всё. прикладывает. Так, и котельная. Вот, собственно говоря, ради чего мы сюда и шли, дорогие друзья. Ну, Вот это- здесь все это Вот сделано этот котел, который я руками вам Ивана. говорил, этот. Так, Вот я им топил лет, не знаю, лет 15, наверное, или сколько. Вот он. Дом полностью отапливал. Гараж, дом, все. Рабочий, все он. И сейчас вот он, мусор кидаем там, зажигаем. Осенью подтапливаем, мы газ сейчас не открываем. скажите, пожалуйста, а вот это у вас что вот это за измеритель чего-то? Ну, это вольтметр, показывает, Ага. сколько вольт. Ну, потому что сеть зимой плохая, видно сразу. Это Сеть. электричество сколько? Да, 230 даже сейчас. Это копилка была. Ух ты. В форме ракеты, то тоже мелочь сюда кидаем, когда остается там. Кидаем. То есть от чего-то вы ее использовали? Это кислородный баллон, дно. Это Ну и, так. собственно говоря, вот она сама мастерская, где творятся все эти Да, замечательные да, да, вещи. да. Вот это здесь инструмент. Здесь такое что-то такое простое. Я не токарь, я самоучка. Мгм. Это токарный станок, да, ваш? Да, это когда-то купил давно. Так, что-то, ну, простое что-то можно для себя сделать. Кольца накрутить, там что-нибудь вытащить такое простое. Это наждак сверлильный станок. Ну, короче, вот эта мастерская. У вас целое вообще инструменты, море да, там. инструментов. Посмотрите, Паяльники, каких только грязаки кусачек. там, все, короче.
пассатижи, вот здесь ключи всякие. Пассатижи. Вот этих вот пил, каких только. Ой, вот это рубанок, даже Да, я не умею рубанки. работать. Это вот рубанок Сверл, прямо тут все, короче. старинный, да, как бы древний Да, вот рубанок. это старый. А это уже поновее. Это тоже старый. Ну что, дорогие друзья, вот мы и походили по хозяйству Ивана Федотовского, показал, рассказал, что умеет делать, как делает. И его изделия, еще раз подчеркну, уходят далеко за пределы нашей Якутии Ну да. даже. А, кстати, вот самый такой дальний заказ откуда был? Один котел у меня уехал в Великие Луки, один в Узбекистан. Даже. Да, С ума сойти. ну, больше не помню. Там Мгм. в Жиганск Но это уже по котел. республике, Да, это да? по республике уже. Мгм. Ну и по республике очень многие знают про таланты нашего Да, героя. таланты Так что, такие. если кто не знал вдруг, Теперь можете знают. обращаться. Ну что, дорогие друзья, вот мы и побывали у нашего мастера Ивана Федотовского.